Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас такой небольшой урок. Называется одежда. Riided, riietuma, riidesse panema, lahti riietuma. Одеваться, раздеваться. Riietuma, riidesse panema, lahti riietuma. Riidesse panema — это, если перевести дословно, то положить в одежду. Lahti riietuma — это снять одежду, раздеваться. Итак, riietuma — одеваться. В эстонском языке, когда мы говорим про то, что мы одеваем какой-то предмет на себя, мы обязательно обозначаем. Если мы одеваем что-то на голову, мы так и говорим: одеваем на голову. Panen pähe, дословно кладу на голову. И если мы одеваем шапку, шляпку, кепку, то мы говорим panen pähe mütsi. Panen pähe. Pea — это голова, pähe — это на голову. Panen pähe mütsi. Одеваю шапку. Panen pähe kaabu. Одеваю шляпу. Мужская шляпа — kaabu. Женская шляпка — kübar. Panen pähe kübara. А если одеваю кепку, кепка — это nokamüts. Panen pähe nokamüts. Если мы одеваем что-то на себя, куртку, пальто, шубу, жакет, пиджак, платье, кофту, джемпер, то мы говорим, что мы одеваем на спину. Сельк — это спина. Panen selga. Одеваю на спину. Panen selga jope. Одеваю на себя на спину куртку. Panen selga mantli. Одеваю пальто. Panen selga kasuka. Kasukas — это шуба. Panen selga kasuka. Panen selga jaki. Jak. Jak — это короткая куртка или пиджачок. Panen selga seeliku. Вот юбку тоже одеваем на спину. Хотя мы ее не на спину одеваем, но говорим panen selga seeliku. Panen selga kleidi. Kleit — это платье. Panen selga kleidi. Panen selga kampsuni. Kampsun — это кофточка. Panen selga džempri. Джемпер, понятно. Если мы одеваем что-то на ноги, там брюки, шорты, носки, колготки, сапоги, гольфы, тогда мы говорим: одеваем на ноги. Panen jalga. Panen jalga. Panen jalga püksid. Надеваю брюки. Panen jalga shortsid. Надеваю шорты. Panen jalga sokid. Panen jalga sukapüksid. Panen jalga põlvikud, golfы. Panen jalga saapad, сапоги. Panen jalga kingad. Если мы одеваем что-то на руки, перчатки, варежки, часы, мы говорим panen kätte. Panen kätte. Panen kätte kindad. Panen kätte sõrmikud. Sõrmikud — это перчатки, потому что sõrm — это палец, и у перчаток для каждого пальчика свое отделение. Sõrmikud. Panen kätte kella. Panen käe peale kella, да, говорят правильно. Panen käe peale kella. Panen käevõru. Käevõru — это украшение на руку. Panen kätte. Panen kätte. А если мы одеваем шарф,
платочек, цепочку, мы говорим panen kael. Kael. Kael – это шея. Panen kaela. Итак, давайте подытожим. Panen pähe. Кладу на голову, то есть одеваю на голову. То есть то, что мы одеваем на голову. Panen pähe. Panen selga – это то, что мы на себя одеваем. Panen selga. Selg – спина. Panen selga. Jalg – нога. Jalad – ноги. Panen jalga. Одеваю на ноги. Käsi – рука. Käed – руки. Panen kätte. Одеваю на руки. Panen kätte. И одеваю на шею. Panen kaela. Kael – это шея. Итак, вот у нас pea – голова. Pähe – panen pähe. Selg – спина. Panen selga. Jalg – нога. Panen jalga. Käsi – рука. Panen kätte. Kael – шея. Panen kaela. Теперь посмотрим, как мы это все снимать будем. Lahti – riietumine. Lahti – riietumine. Видите, у нас два слова. Lahti. Lahti. Lahti – это можно сказать, когда мы открываем tee lahti – открой. И lahti riietumine – это означает снимать. Итак, võtan peast ära. Võtan maha. Ключевое слово у нас будет võtma. Võta – это возьми. Võtan ära. Võtan maha. Снимаю. Võtan maha. Võtan peast ära. Снимаю с головы. Peast ära – это с головы вон. Peast ära. Либо võtan maha. Мы тут уже не употребляем существительное. Голова, мы просто говорим, снимаем. Võta maha. Võtan maha. Снимаю. Võtan peast ära mütsi, kaabu, kübara, nokamütsi. Võtan peast ära, võtan maha. Точно так же мы говорим, когда мы снимаем пальто. Võtan maha или võtan seljast ära. Seljast ära. Если мы говорим, что мы снимаем с ног что-то, мы говорим võtan jalast ära или võtan maha. Võtan jalast ära. Võta jalast ära saapad. Сними сапоги. Võta jalast ära saapad. Võtan, снимаю. Võtan jalast ära saapad, sokid, püksid. Итак, если мы снимаем что-то с рук, перчатки, мы говорим võtan käest ära kindad. Võtan ära. Võtan ära. Võtan maha. Võtan ära. И если мы снимаем шарфик, мы говорим võtan kaelast ära salli или võtan maha или võtan ära. Võtan maha, снимаю. Võtan maha. Maha – это снимать. Võtan maha – это снимаю. Võtan maha salli, rätiku, keti, kaunistuse. Итак, посмотрим следующий слайд. У нас тут одежда джемпер и джинсы. Джемпер ja teksapükk. Teksapükk. Итак, давайте прочитаем. Джемпер on kollane. Джемпер желтый. Джемпер on kollane. Помните, что всегда нужно добавлять глагол в связку. Джемпер on kollane. То есть джемпер есть желтый. В русском языке мы не добавляем глагол в связку, но если бы мы на русском языке сказали, что джемпер в прошедшем времени был желтый, то мы бы сказали, джемпер был желтый. И вот она, глагол связка, была бы там тоже. Так. Одеваю джемпер. Джемпер одеваем мы на себя, на спину. Сельк. Сельк – это спина. Panen джемпри selga. Panen джемпри selga. Panen selga kollase джемпри. Одеваю на себя желтый джемпер. Teksapüksid.
Teksapüksid on sinised. Джинсы есть синие. Panen püksid jalga. Panen püksid jalga. Одеваю штаны. Püksid, teksapüksid. Panen jalga sinised teksapüksid. Одеваю синие джинсы. Panen jalga. Одеваю на ноги. Да? Ну, мы по-русски говорим. Одеваю синие джинсы. Nii, lähme edasi. Riided, päevitusriided, одежда, пляжная одежда. Päevitus – это загорать, päevitama, то есть, если сказать правильно, päevitama – это загорать, а päevitus – это когда уже покрытый загаром. Итак, что у нас здесь есть? Уюмис-трико. Трико для плавания. Уюмис-трико. Такое длинное, сложное слово. Уюмис и трико. Вот оно вместе соединено, и получается вот такое уюмис-трико, в котором плавают. Роза лилледega. С розовыми цветами. Правда, оно тут розовое с белыми цветами. Но пускай будет роза лилледega. Правильно, здесь ошибочку одну. Роза лилледega. Роза, даже роза, когда. Или напишем уже правильно. Не розade lilledega, а valgete lilledega. Роза трико. Valgete lilledega. Valgete lilledega. Роза. Роза уюмистрико. И теперь будет правильно, что вот оно розовое трико с белыми цветами. Panen selga ujumistriko. Panen selga ujumistriko. Тоже мы одеваем как на спину. Selg, panen selg. Panen selg. Что у нас тут еще есть? У нас есть päikesekübar. Вот шляпа для солнца. Ja päikeseprillid. Päikeseprillid. Panen pähe päikesekübara. Panen pähe päikesekübara. Ja päikeseprillid. Но про очки все-таки правильнее будет сказать panen ette. Panen päikeseprillid ette. Panen päikeseprillid ette. Как бы наперед себе. Вперед. Ette. Panen päikeseprillid ette. Panen pähe päikesekübara. Идем дальше. Спортiriided. Спортивная одежда. И что мы тут видим? У нас есть dressipüksid. Вот они, спортивные штаны. Ja dressipluus. Вот она. Спортивная кофта. Dressipluus. И tennised. Тенниски. Tennised. И когда мы говорим, что мы одеваем спортивные штаны, мы их одеваем на ноги и говорим panen dressipüksid jalga. На ноги. Panen dressipüksid jalga. Aga dressipluusi ma panen selga. Одеваю на спину. Selga. Ja tennised, tenniсы. Ja tennised, panen tennised jalga. Одеваю на ноги. Вот. Спортiriided, спортивная одежда. Dressipüksid, dressipluus ja tennised. Nii, lähme edasi. Еще у нас тут есть слайд. Зимняя одежда, talveriided. И вот про такой костюм говорят обычно suusariided, лыжный костюм, suusariided, suusariided, talveriided, suusariided. Итак, у нас тут теплые штаны. Их можно называть зимние штаны, talvepüksid. Теплые штаны, soojad püksid. Можно называть еще их такие толстые штаны, paksud püksid. Или термоштаны, termopüksid.
И когда мы их одеваем, мы говорим panen suusapüksid jalga на ноги. Panen jalga. Если я снимаю, я говорю võtan püksid jalast ära. Võtan püksid jalast ära. Снимаю. Можно сказать võtan maha. Võtan püksid jalast ära. И если одеваю куртку, говорю panen suusajope selga на спину. Panen suusajope selga. Как лыжная куртка. И снимаю. Võtan suusajope seljast ära. Снимаю. Seljast ära. Ära это как бы убираю. Вон. Снимаю. Seljast ära. Шапка. Müts. Panen talvemütsi pähe. Pähe. Pähe на голову. Pea – это голова, pähe – на голову. А если снимаю, говорю võtan mütsi peast ära. Võtan mütsi peast ära. Снимаю шапку. И вот у нас kindad, soojad kindad. Panen soojad kindad kätte. Kätte на руки. Panen kätte. Panen kätte. И когда снимаю, говорю võtan kindad käest ära. Võtan kindad käest ära. Võtan ära. Снимаю. Panen kätte. Одеваю. Võtan ära. Снимаю. И посмотрим еще слайд. Tüdrukuriided. Одежда для девочки. Блуз. Блузка. Seelik. Юбка. Ну и сумочка, кот. Ja kingad, kingad. Тут у нас босоножки. Босоножки называются lahtised kingad, открытые. Lahtised kingad. Посмотрим. Bluus ja seelik. Panen bluusi selga, selga. Selg, spina. На спину одеваем. Panen selga, bluusi. Panen seeliku selga. И юбочку мы тоже также одеваем. Selga. Panen kleidi selga. Ну, платья здесь нету, но вот клейд. Клейд. Kleidi. Panen kleidi selga. Aga kingad panen jalga. Panen jalga. Ja koti võtan kätte. Võtan koti kätte. Беру в руки. Кот, коти, кот. И вот здесь написаны слова. Плюс блузочка. Падеже nimetав, omastав и osastав. Плюс, плюси, плюси. Seelik юбка. Seelik, seeliku, seelikut. Сумка, кот, кот, коти, коти. И туфли. Kingad, kingade, kingi. Здесь обратите внимание, да, kingad множественное число. Это все единственное, плюс seelik, коти, а тут множественное. И последний слайд, наконец-то. Гардероб. Гардероб. Вот такой гардероб. И здесь вы уже сами можете почитать слова, которые мы сегодня просмотрели, да, которые были на этих слайдах. Конечно, это не все слова, но из одежды почти все. Müts, mütsi, mütsi. Здесь тоже расписаны падежи nimetав, omastав, osastав и множественное число. Müts, mütsi, mütsi, mütsid. Sall, salli, salli, sallid, шарфы. Кот, коти, коти, котid, сумки. Jope, jope, jopet, jopet, курт. Обратите внимание, да, вот тут Т в конце это осостав, а Д это множественное. Короткая куртка. Таки. Вот нахктаки часто говорят. Нахктаки. Кожаная, да, кожаная куртка. Нахктаки. Таки, 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 таки. Множественное число. Брюки у нас здесь во множественном числе. Пюксит. И атексат тоже множественное число. Блузка. Плюс, плюс, плюси. Платье. Клейт. Ошибку берем. Клейт, клейди, клейти. Юбка. Seelik.
селику. Сейчас добавим селику. Селикут. Джемпер, джемпри, джемпри. Сапоги у нас тоже множественное число. Сапат. Туфли кинка. И джинсы текст. Вот такой у нас урок. Если вам какое-то правило очень важно, или вы хотите что-то узнать поподробнее, можете оставлять в комментариях, и я тогда сделаю урок специально такой, который вам необходим, который вам интересен. Спасибо за внимание и до следующих встреч. До свидания.